Zaman hayırlı olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Efirde GRT kanalı Gagauzya Güngünden programısının Hemdon götürücüsü ben Polina Barbova. Saygılı seyirciler, Gagauzya yaşayanları Hemda misafirleri. Bugünkü kulübümüzü biz hazırız Kongas köyün Todorzanet adına liseyinde sporcu olan Gagauzya'dan Nikolay Frango olan hangisi kazandı altın ödülü Avrupa Çempionatında gire sportunda. Kalın bizimle kalın GRT kanalında. Как известно, с 4 по 7 декабря в Кишиневской арене прошел чемпионат Европы по гиревому спорту, в котором приняли участие 257 спортсменов из 16 стран. Молдову и Гагаузию представили 34 спортсмена. Среди них и вы, Николай. На этом чемпионате вы завоевали золотую медаль, стали двукратным чемпионом весовой категории до 74 килограммов. С результатом 51 подъем в длинном цикле 2 по 32. С чем мы вас и поздравляем. Спасибо большое. Европа чемпионатында гире калдырмасында спортчу Гагаузиядан Николай Франго oldu 2 sıra чемпион 74 kilo категориясында чыкышлан 51 калдырмак uzun циклада. Европа чемпионатына спортчу Гагаузиядан Николай Франго hazırlandı yarım yılın süresinde. К этому чемпионату Европы я начал готовиться сразу после. Bu Avrupa Çempionatına ben çekittim hazırlanma ta yaz zamanın dünya çempionatından sonra olur iyun ayın ortasından yakın yarım yıl hazırlandım. Bunun arasında geçti Moldova Devleti'nin çempionatı da dekabr ayından oldular hazırlanmaklar Avrupa Çempionatına. До декабря шла подготовка к чемпионату Европы. Sporcu oldu en iyi çekide 74 kilo kadar. Две гири по 32 килограмма поднимать 10 минут это всегда nелегко. 2 kere 32'şer kiloluk kaldırma 10 minut bu her zaman değil kolay. Ama öyle olsun hani zordu ya da hani yapamayacağım olmadılar böyle fikirler. Böyle duygular açan istersen hani yeniden olsunlar. Onun için de savaşırsın hazırlanma her zaman öyle hani her zaman kaplasınlar bu duygular taramak duyguları. Каждый раз заново чувствовать те же эмоции. Tot вкус победы. Avrupa Çempionatında gire sportunda gümüş ödülünü kazandı İtalya'dan sporcu Francesca De Caro. Bronzu ise kazandı Ukrayna Devleti'nin sporcusu Oleg Krykyv. Gire sportuna Avrupa çempiyonu Nikolay Frango geldi 2015 yılda. Lazım çizgileme hani buldur sporcu Gagauzya'dan Nikolay Frango oldu 2 sıra Avrupa çempiyonu. Kazanıp titulları yarışmalarda Angları geçtiler İtalya'da. Николай, что было самым сложным для вас на этих соревнованиях? В принципе, на соревнования готовились нормально, все шло по графику. Сказать что-то сложное, две гири по 32 килограмма поднимать 10 минут, это всегда нелегко. Но чтобы именно было как-то сложно или невозможно, не было такого ощущения. Молдавский спортсмен стал лучшим в весовой категории до 74 килограммов, победив в дисциплине толчок длинным циклом гирь весом по 32 килограмма. Серебро досталось итальянцу Франческо Де Каро, бронзу украинцу Олегу Крыкыву. Какие чувства испытываете, когда поднимаетесь на пьедестал? Это такое чувство, которое все хочется, чтобы оно повторялось, и поэтому стараемся готовиться так, чтобы каждый раз заново чувствовать те же эмоции и тот вкус победы. Как долго, Николай, вы готовились к этому чемпионату Европы? К этому чемпионату Европы я начал готовиться сразу после летнего чемпионата мира. То есть, получается, с середины июня месяца, почти полгода прошла подготовка. Между этим был чемпионат Молдовы. И до декабря шла подготовка к чемпионату Европы. Причем усердная подготовка, как я поняла. Да, полноценная подготовка, как требует того спорт, как требует того. Как строится ваш тренировочный процесс в период подготовки к соревнованиям? Тренировочный процесс у меня идет каждый раз
3 недели усиленной подготовки, 1 неделя восстановительная, поменьше. Потом опять 3 недели мы усиливаем. Ну и в конце, когда остается не пару недель, тогда уже идет чисто подготовка под старт. Это называется подводкой к старту. Какие веса вы используете в среднем и как увеличиваете нагрузку? Каждую тренировку используются веса, начиная с гир 16 килограмм, то есть 16, 24, 28. И основная подготовка проходит на гирях 32 килограмма, так как выступаем с этими весами. Сколько времени занимает ежедневная тренировка и какие упражнения являются ключевыми? Ежедневная тренировка обычно занимает вместе с разминкой, работа с гирями включает в себя и заминку, то есть в конце упражнения на бег, на ОФП. Это все занимает около 3 часов. Есть ли у вас специальные методики восстановления после тяжелых сессий? Как таковых специальных методиков нету. Просто получается, мы сейчас после соревнований неделю с гирями вообще не работаем. Потом уже начинаем новую подготовку, но все начинается с легких гир. Пока недели 2 гири 32 килограмма вообще не трогаем, не включаем в период восстановления. А где проходят ваши тренировки, Николай? Тренировки проходят дома у меня. Специального помещения нет у вас? Нет, специального помещения нету. А для гир главное, чтобы был снаряд, желание и пространство метр на метр. Волнуетесь ли вы перед выходом на помост и как справляетесь с волнением? Да, естественно, когда уже перед выходом на помост видишь, как разминаешься ты, как разминаются соперники, это обычный естественный процесс, волнение есть, но главное его надо контролировать, чтобы он не начал сбивать темп дыхания, и надо его использовать наоборот в пользу для себя. А кто был вашим соперником на чемпионате Европы? На чемпионате Европы был соперник с Германией, с Италией были соперники, с Украины были соперники. В разных упражнениях все с разных стран. Какая победа в вашей карьере вам запомнилась больше всего и почему? В общем, все победы чем-то примечательны, но я так скажу, что самый первый чемпионат мира, потому что он был первый после длительного, так скажем, отрыва от соревнований. И вот он такой знаменательный, так скажем. Более запоминающийся. Да. Как давно вы пришли в гиревой спорт и что стало отправной точкой? В гиревой спорт именно как спорт полноценный я пришел в 2015 году. Вот в сентябре было 10 лет. Это когда я поехал на учебу в университет. Там была секция гиревого спорта, и с первого же дня я пошел, и вот так и все началось. Такая замечательная, Николай, дата именно в 2015 году. И лицей начал носить имя Тодор Азанет. Да, вот я окончил в 2015 году лицей. И с 1 же сентября 2015 года началась именно тренировочная часть по гиревому спорту. Как, на ваш взгляд, изменился гиревой спорт за последние годы? Гиревой спорт, если смотреть в общем, в мировом масштабе Европы, то гиревой спорт сейчас очень хорошо развивается в западных странах. Если смотреть в последние годы, как до этого был гиревой спорт именно наш молдавский, и сейчас я скажу, что это очень колоссальный рост, потому что в 2023 году мы первый раз на чемпионат мира
поехали где-то около 10 человек. И спустя через 2 года у нас уже проводится чемпионат Европы в Молдове. И наша команда уже составляла вместе с юниорами, параатлетами, ветеранами и взрослыми представляли 34 спортсмена. Есть ли спортсмены, на которых вы равняетесь? Именно каких-то спортсменов, на которых смотрю как на кумиров, таких нет, потому что всегда надо усовершенствоваться самому, потому что у всех все идет по-разному, каждый человек уникален по-своему, но есть с разных спортсменов что-то смотришь, там с техники берешь, может, такое полезное и собираешь со всех по чуть-чуть. Что для вас победа на чемпионате Европы? Победа на чемпионате Европы – это, как сказать, это итог того труда, который уже длится не 1 год, не 1 месяц, а уже 10 лет. И с каждой победой это смотришь, что вот значит год за годом, сезон за сезоном усовершенствуешься, растешь. Николай, бывали ли моменты, когда хотела забросить спорт, и что помогло продолжить? Честно скажу, таких моментов, чтобы бросить, не было. Были моменты, когда не было возможности, так скажем, что выехать куда-то на соревнования, потому что гиревой спорт у нас в Молдове начал развиваться буквально с конца 22-го, с начала 23-го года. И в то же время, как бы до этого времени, я тренировался, я все надеялся и верил, что куда-то может выехать получится. Но такого, чтобы бросить, не было никогда в голове. А что бы вы хотели изменить в подготовке молодых спортсменов? Надо стараться внедрять гиревой спорт именно в спортивные школы, потому что сделать его массовым, потому что из массового спорта обычно массовый спорт это является базой и для остальных видов спорта. Что вас мотивирует сегодня? Новый рекорд, титул, личный рост? Меня сегодня мотивирует свои личные результаты, личный рост результатов, чтобы был. Ну и, конечно же, когда идет личный рост результатов, уже смотришь на те рекорды, которые вписали другие спортсмены, и уже цель направляется на эти рекорды, чтобы сбить и ставить свои, конечно же. Сколько медалей в вашей копилке, Николай? С международных соревнований у меня около 10-12 медалей. Это с международных. И из таких региональных тоже есть несколько медалей. Кто был вашим первым тренером и какую роль он сыграл в вашей спортивной карьере? Первым тренером был университетской секции, это был Петр Чукан. Он тоже уроженец Молдовы, но живет, тренирует в России, где я и учился в университете. Он поставил всю изначальную базу, которая требуется в гиревом спорте. Это все благодаря его усилиям было поставлено, и уже дальше стараемся это все усовершенствовать, развивать. Эта победа не только ваша, но и его. Да, и его, и нынешнего тренера, и главы федерации, который взялся за это, чтобы развивать гиревой спорт в Молдове в общем. А кто вас поддерживает на соревнованиях, чемпионатах, кроме тренеров? Допустим, семья. Да, вот все время получалось так, что жена поддерживала дома, там трансляцию смотрела, но это как был домашний чемпионат, она приехала вместе со мной. И это уже была другая поддержка, когда ты знаешь, что человек в зале, это уже совсем по-другому. Чувствовали поддержку.
А что чувствовали, когда впервые взяли в руки гири профессионально? 10 лет назад. Да, и был, когда такой интерес, и все хотелось, вот, чтобы смотришь, там уже ребята, которые уже тренируются, там некоторое время техника у них получается, они и на их результаты, и хотелось как бы, чтобы побыстрее вот эти вот все азы, и техники, все научиться и испытать на себе, и начать тоже, так скажем, много толкать. Первые гири сколько весили? Первые мы начинали с гир 16 килограмм, ставили технику, и дальше уже переходили по мере уже чистоты техники, переходили потихонечку на 24, потом выше и на 32. Что бы вы хотели посоветовать молодым ребятам, которые хотят начать заниматься гиревым спортом? Я бы посоветовал, что если хочется, но есть какое-то сомнение, что не смогу, или надо начать, попробовать, и потому что пока не начнешь, не можешь понять, до какого уровня ты достигнешь, и нравится тебе это или не нравится, это так и останется. А когда попробуешь, уже поймешь, до какого уровня сможешь дойти, насколько тебе нравится гиревой спорт. Насколько важна поддержка семьи и тренера в этом виде спорта? Чуть ранее мы сказали о том, что ваша жена вас поддерживает. Вот насколько она важна? Да, это, несомненно, играет важную роль, потому что вот сейчас у меня есть онлайн-тренер Дмитрий Давыдик. Вот перед выходом мы программу написали, все как бы было, но все равно там перед выходом там пишу все, я иду на разминку, там стратегия, все до последней минуты все разрабатывается, чтобы получилось все нормально. И также сразу после того, как заканчиваешь поднимать, время заканчивается, уже все, и уходишь с помоста, то сразу пишет, что, как, где были ошибки, где все начинаем как бы прямо оттуда же, можно сказать, с помоста уже выявлять, где допустили ошибку, что лучше изменить. Планируете ли вы открыть свою школу, секцию или заниматься тренерской деятельностью? Все-таки 10 лет уже прошло с того времени, как вы начали заниматься этим видом спорта. Не такой большой, огромный промежуток времени. Задумались над этим? Ну, об этом есть задумки, но сейчас вот как раз надо в процессе получения образования в области тренерства. И когда уже, потому что одно, когда ты как спортсмен, а другое уже, когда у тебя есть еще и образование в этой сфере. И вот те навыки спортсмена потом лучше и легче перенести в навыки тренера. И я думаю, в будущем мы будем над этим работать. Как прошел 2025 год для чемпиона по гиревому спорту? 2025 год, в общем, прошел нормально. Чемпионат мира немножко, так скажем, подкачал. Там было серебро и только в одной дисциплине. Потом был чемпионат Молдовы, там 2 первых места. И там же я свой личный рекорд улучшил на местных соревнованиях на чемпионате республики. И 2 первых места на Европе. И плюс в этом году мы еще попробовали эстафету командную. Уже собралась у нас команда для эстафеты. Это когда 4 человека по 3 минуты поочередно толкают гири. И мы взяли бронзу в командной эстафете. Подводя общий итог, я доволен, но есть еще над чем работать. Сколько завоевали всего медалей в этом году? И можете ли разницу сделать с предыдущим годом? В этом году, если считать еще и чемпионат республики, то получается 6 медалей.
Из них 3-4 первых места, одна бронза, третья и одно серебро. А в прошлом году ситуация какая была к концу года? В прошлом году были 2 первых места, 2 золотые медали с мира, и 1 с Европы, и одно серебро с Европы. Плодотворный год 2025 для вас. Да, сам год по количеству медалей, да, но вот немножко так заставил задуматься именно чемпионат мира, почему, что, как случилось, потому что если посмотреть, то чемпионат мира был не очень плодотворный по сравнению с другими годами. Какие цели ставите перед собой на ближайший 2026 год? Цели такие, что надо хорошо подготовиться к чемпионату мира и там улучшить свой результат максимально, насколько возможно. И уже дальше потом посмотрим. Опять будет чемпионат республики, чемпионат Европы. Но сейчас главная цель – это результаты. Потому что состязания, соревнования, они каждый год повторяются. Одинаковый мир, республика, Европа. Но самое главное, чтобы именно количество подъемов. Ваше пожелание жителям Гагаузии и Молдовы? Да, во-первых, хочу пожелать всем крепкого здоровья, благополучия. Не бойтесь попробовать что-то новое, потому что если все время будете хотеть, но не попробуете, будет какой-то страх, то так и останется какая-то неудовлетворенность жизни. И всем семейного уюта, ну и, конечно же, встретить новый 2026 год счастливо. Спасибо большое за беседу. Хочу отметить, что в прошлом году Николай стал 2-кратным чемпионом Европы, завоевав титул на соревнованиях в Италии. Titi böyle pahalı laflarla başlarız bugünkü Gagavuzya gün gündem programmasına saygılı seyirciler. Gagavuzya'nın yaşayanları hem de misafirleri istem tabirse getirmesi aklınıza. Aynı bugünkü kolvermemizi biz yazdık. Kongas köyün Todor Zanet adına liseyinde sporcu olan Gagavuzya'dan Nikolay Frangulan hangisi kazandı altın ödülü Avrupa Şampiyonatında gire sportunda. Neyle biz onu kutlarız. Kalın bizimle kalın. GRT kanalında.